Вот смотрите, как о нем писали актеры. Милый, добрый, мудрый Ванюша Иванович. Эта жизнь настолько сложна, что только доброта выводит нас из кризисов. А доброты в вас ровно столько, сколько помещается в большого слона. Так пусть же ваш слон никогда не худеет. Вот такое было посвящение моему отцу. Она не была идеальной и сама это понимала. Она была живой и потому ошибалась иногда серьезно, но чаще трагически в нашу пользу. Она просто слишком любила нас, хотя и старалась особенно это не показывать. Она слишком хорошо думала о нас, лучше, чем мы были на самом деле, и берегла нас как могла от всего дурного. Мы думали, что мы выросли давно. Мы были уверены, что вполне проживем без ее заботы и без ее присмотра. Мы ошибались, а она нет. Она оказалась права и на этот раз, как почти всегда. Но, выслушав наши упреки, спорить не стала и ушла, не выстрелив, не пролив крови, не хлопнув дверью, не оскорбив нас на прощание. Ушла, оставив нас жить, как мы хотели тогда. Счастливы ли мы, не знаю. Это о советской родине, покаянный спич Михаила Жванецкого, который, мягко говоря, недолюбливал власть советскую, но он был наделен безупречным чутьем на нас, людей, на время. Ну вот смотрите, вот в такой красивой, плотной обложке, я этому рада, что такая красивая обложка. И здесь на обложке сижу в театре я. Конечно, это не случайно, потому что половина книги посвящена театру. И здесь 3 небольшие ретро-повести о моем отце. И вот здесь есть такой, значит, ретро-рассказ «Свадьба полтавской амазонки и амурского гурана». Это про свадьбу моих родителей. Она была в далеком 1953 году. Даже страшно подумать. И уже почти никто эту свадьбу не помнит, кроме тети Вали, родной сестры моего отца. Я звоню ей в Хабаровске, она вспоминает. Ей тогда было 14 лет, в 1953 году. Но я вот все восстанавливаю в памяти, как все вот проходила вот эта вот свадьба. И даже пишу здесь о девушках, с которыми встречался мой отец. Фотографии этих девушек остались у нас в альбоме. А вторая, значит, ретро-повесть. Девушки любили его? Конечно, обязательно. Потому что он был таким красивым, значит, коплеем, капитаном-лейтенантом Благовещенского речного училища. И вот он здесь описывает танцы, как приходили на танцы девушки, как он встречался с ними. Вот. Какая-то у него девушка была с Благовещенской конфетной фабрики,
У нас конфеты продаются с Благовещенской. Вот папа всю жизнь ел эти конфеты и ее вспоминал. Но это все прошло, когда появилась мама. Второй, значит, такой ретро-рассказ стихотворения для космонавта. Это здесь 60-е. Далекие, благополучные, звездные 60-е. Здесь рассказывается о том, как Валерий Федорович Быковский проезжал вот по проспекту Ленина, и мы стояли и ликовали, и его встречали. И вот это вот ликование я описываю то, как папа ко мне подходит и спрашивает меня: ты патриот СССР? Я говорю: конечно, я патриот СССР. Тогда ты должна написать стихотворение, посвященное Валерию Быковскому. Да. И я в муках это стихотворение пишу, оно вот здесь приводится. Ну, конечно, оно очень наивное, сейчас смешно его читать, но тогда по тем временам почему-то оно казалось необыкновенным, это стихотворение. И вот здесь описывается вот эта вот встреча в типографии. И, между прочим, здесь говорится, что на этой встрече присутствовал начальник наборного цеха Вера Петровна Изведова. И потом наборному цеху было присвоено имя Быковского после вот этой вот встречи. Ну, такие приятные воспоминания о 60-х годах. Но все-таки это не главное в этой книге, а главное – дневник одного директора. Что творилось в душе Ивана Ивановича, когда началась эта перестроечная катавасия, можно только догадываться. А тогда, в той советской жизни, в которой еще ничего не предвещало глобальных катастроф, которые произошли с советской державой, у Ивана Ивановича было великое множество дел, больших и малых, и надо было успеть во что бы то ни стало. Носим гордо мы имя Гагарина, словно каждый в душе космонавт, и немало еще будет дадено трудовых созидательных дат. Строки из гимна полиграфистов 60-х годов. Давно забытое словосочетание предприятия коммунистического труда много значило тогда, в те не столь уж давние масштабах истории времена. В 1961 году нашей типографии было присвоено имя первого космонавта планеты Земля Юрия Гагарина. Знаковое планетарное имя. И в том же году наша республиканская типография стала предприятием коммунистического труда, первым таким предприятием в Якутской автономной республике. Что это значило? Вот представьте себе такую немыслимую для наших времен картинку из производственной жизни предприятия коммунистического труда. Полиграфисты всех цехов начинали работать без контролера. В рапортичках объемы исполненной работы подписывал сам рабочий. Заработную плату получали без кассира. Сами расписывались, сами отсчитывали деньги. В типографский клуб и кино проходили без контролера. У дверей платили за билет и отрывали его сами. Своими силами строили детские ясли. Работали на этом объекте все. И кому он был нужен, и кому пока нет. Ведь коллектив-то был в основном женский. Разбили в ограде сквер, соорудили фонтан для полиграфистов, поскольку они имели дело со свинцовой пылью. В здании все сверкало чистотой. Лозунг у входа приглашал каждого работающего к чести и совести. И она у людей была. Это воспоминание самого Ивана Ивановича Подойницына.
История моего папы в Якутии началась с якутской республиканской типографии имени Юрия Алексеевича Гагарина. Вот, собственно, здесь мы и стоим, возле главного входа в типографию, а вот там вот на втором этаже в конце был его кабинет. У меня в памяти остался такой кожаный добротный диван, на котором вот я прыгала и играла ребенком. Это были 60-е годы. С 1960 по 66-й, где-то 6,5 лет он был директором типографии. Сейчас вот здесь, в этом здании, работает выставка, называется «160 лет книгопечатания в Якутии». Я очень рада, что целых 3 стенда посвящены моему папе, потому что он много здесь сделал. Он добился того, чтобы здесь внедрили офсетное производство. Это очень важно было в 60-е годы. Офсетно-цинкографическое производство. На 58% он сменил оборудование типографии. Открылись новые цеха. И самое главное, он добился того, что это стало предприятием коммунистического труда, первым в республике. И он добился того, что это было предприятие имени Юрия Алексеевича Гагарина. Вот это был такой счастливый старт его директорской деятельности. Ему было всего лишь навсего 33-35 лет. Он был очень молод, но энергичен. Сейчас мы находимся возле здания Якутавтодора. Здесь все изменилось, все по-другому. Здесь построили многоэтажные дома. И мы даже не сразу нашли это здание, потому что здесь нет никакой подписи. А когда-то это было одно из лучших предприятий советской эпохи, потому что они строили шоссейные дороги по всей Якутии. И здесь работали прекрасные специалисты. Здесь работал мой папа Подойницын Иван Иванович и мой дядя Геннадий Иванович Подойницын. Дядя работал главным инженером Якутавтодора. Вот он как раз и возводил эти дороги. А папа работал председателем обкома профсоюза транспортных рабочих Якутии. Я хочу сказать, что в ту пору профсоюз был реальной силой, настоящей силой, потому что очень заботился о людях труда. Ну, скажем, о простых шоферах, о дальнобойщиках, о таксистах, о тех, кто по сложным дорогам ведет машину через перевалы, через тайгу по всей Якутии. И папа очень заботился об этих людях. Строились пионер-лагеря. Вы знаете, что кругом, вокруг было много пионер-лагерей. Строились дома отдыха, санатории. Причем дома отдыха и санатории, они возводились не только в Якутии, а и на берегу моря, в теплых краях. Вообще, шофер – это одна из основных специальностей в Республике Саха-Якутия. Очень много мужчин заняты этим видом труда. Тогда в советские времена гремел и таксопарк. Помните, может быть, белые «Волги», такси, которые ходили по всему городу. И предприятие 1366, предприятие автотранспортное 3 восьмерки и многие другие предприятия. И папа занимался вот как раз социальным обеспечением человека труда, а также он активно поддерживал различные инициативы. Например, была такая инициатива «Миллион тонн на километров». Это была инициатива советских миллионеров. Надо было 1 000 000 тонн на километров сделать, скажем, к открытию съезда партии. Или, значит, были различные инициативы, ну, скажем, 5-летку за 3 года, 5-летку за 4 года. То есть вот профсоюз возглавлял
вот это коммунистическое отношение к труду. И этим всем занимался мой папа. Он проработал здесь 14 лет. И очень приятные воспоминания об этом времени. Вот здесь был его кабинет на 2-м этаже. Я сюда тоже приходила. Очень жаль, что сейчас у нас к профсоюзу другое отношение. В 70-х годах мой папа руководил управлением городского хозяйства. И вот его задачей было, значит, благоустроить город. Как вот он понимал вот это благоустройство? У него было вот 3 мечты. Первое – это заасфальтировать город, потому что все тогда было в чурочках. Второе – озеленение города. И третье – поставить памятники. Я просто кратко скажу. Все 3 своих мечты он выполнил. Он, значит, заасфальтировал проспект Ленина, Портовскую дорогу и улицу Кирова. Ну, не в прямом смысле слова заасфальтировал, но под его руководством. Деньги нашел. Деньги нашел. О чем он пишет в своих дневниках, что самое, значит, трудное было найти деньги. Потом он занялся озеленением города. Может быть, люди уже не помнят это или не знают. Он первое дерево в Якутске посадил. Он открыл первую теплицу в городе Якутске. И первый цветочный магазин. Сейчас этих цветочных магазинов полно. И все уже забыли, а когда он был, этот первый магазин. Вот это были 70-е годы. И теперь памятники. Вместе с Нариманом Сухановым, который был в те годы главным архитектором города Якутска, они вот мечтали сделать хорошие памятники в Якутске. И вот это был один из их проектов, вот этот памятник, где мы сейчас стоим. Потому что вот, что здесь было, да? Там была, значит, библиотека детская, обшарпанная такая, не очень симпатичная. Здесь было кладбище, тоже не очень симпатичное, как вот рассказывают жители нашего города. И они мечтали здесь сделать памятник, который бы всем понравился. На 7 ветрах, понимаете, люди туда едут, сюда едут, и все видят этот огонь. И этот огонь как символ и борьбы, и жизни, и символ, и продолжения жизни, и так далее. Какой-то вот такой языческий символ. И вот они задумали этот памятник, и папа рассказывал, что вот эти все буквы он заказал на Житайском судоремонтно-судостроительном заводе, и мечтал оставить все эти фамилии. И вот здесь ведь написаны фамилии местных жителей, и здесь есть венгерские фамилии, есть еврейские фамилии, есть латышские фамилии. Все это герои гражданской войны. И здесь вот отражена тоже гражданская война, вот этапы. Здесь и оборона Анги, Никольский бой, оборона Сосыл-Сосы и так далее. И вот этот вот план удался. И этот памятник действительно стал одним из любимых в нашем городе. Потому что здесь и свадьбы проходят, здесь и школьники приходят. И просто сюда приходят люди разных возрастов, чтобы постоять и вспомнить. Кроме вот этого памятника, он поставил Аполлинарию Рудзинскому памятник на Табагинском мысу, памятник Ленину в центре города, памятник комсомольцу на Комсомольской площади и памятник солдату Ильменя. Улица Ильменская, которая находится в Сайсарах.
И вот этот памятник солдату Ильменя, и к этой улице, и к этому памятнику мой папа тоже имеет прямое отношение. Когда он руководил управлением горкомхоз, это были 70-е годы, он был очень увлечен вот этой вот идеей памятников. Ему хотелось все вот исторические моменты в жизни республики запечатлеть. И тогда его заинтересовала история наших солдат, якутян, на озере Ильмень. Кто не знает, просто два слова скажу. Это Старая Руса, это центр Руси, это места, где было древнее государство, Славия, славянское государство, наши первые города русские, Ладога, Старая Руса, Броница и так далее. И вот туда послали наших стрелков и лыжников в 1943 году. Вот здесь есть вот эта вот дата, вот 23 февраля 1943 года. Послали наших солдат, это был 12-й стрелковый корпус, и они шли на лыжах через это озеро по открытой местности, а их немцы обстреливали сверху, они фактически все погибли, но они защищали вот Россию, защищали наши рубежи, но я думаю, их взяли потому, что они отличные лыжники, это же Якутия, и потому что якуты отличные стрелки, и очень на них надеялись. И вот это было такое великолепное вот, историческое событие. Ну как великолепное? Просто пример человеческой доблести, пример человеческого мужества. И папа был увлечен этой идеей, что нужно обязательно поставить памятник. И он уехал на озеро Ильмень, он общался, значит, с этими людьми, и потом он привез памятник, вот этот поставил, он вначале стоял в начале улицы Ильменской, потом эту длинную улицу назвали улица Ильменская, и позже вот это вот движение закрутилось, завертелось, сейчас уже на озере Ильмень стоит якутская ураса, сейчас уже проводятся реконструкции, вот, значит, этого исторического события. Ну вот мой папа стоял у истоков. Еще что хочу сказать. Вот эта вот площадь, она вроде небольшая, может быть, кому-то покажется не слишком такая нарядная, но здесь проходят хорошие события. Здесь собираются в День пионерии, вот молодежь. Здесь приходят сюда коммунисты. И папа тоже несколько раз уже, когда был на пенсии, я его сюда привозила, и вот он с удовольствием вспоминал, как он был на старорусской земле, и с удовольствием выступал перед пионерами. Ну, мысль та же, чтобы помнили. Личная вселенная Ивана Ивановича была необыкновенно богата на события грандиозные и самое что ни на есть бытовые, казалось бы, самые ординарные. А в этих событиях принимали участие и самые разные люди, большие при чинах и регалиях, и маленькие, скромные. И у каждого была своя роль в его судьбе. Что же такое мы? Мы из лесов безбрежных, мы из блокадной тьмы, мы из стихов сгоревших, из невысоких изб песенного всесилья. Мы из бессмертия, мы из плоти твоей, Россия. И вот таким масштабным человеком, истинным другом Ивана Ивановича Подойницына был первый президент нашей республики Михаил Ефимович Николаев.
маленький экскурс в прошлое, не столь давнее, а в этом прошлом столько всего было наворочено в подковерной борьбе за какие-то свои интересы, и было в этой борьбе немало конспирологических историй, до сей поры во многом не разгаданных. Впрочем, как всегда, во все времена, а времена, как говорится, не выбирают. Неполная схема событий тех дней такова. Шел 2001 год. Первый президент нашей северной, богатейшей республики с полным набором таблицы Менделеева в недрах готовился к успешным выборам, к третьему сроку. И много говорил о том, что победит-то именно он, признанный, харизматичный, опытный, созидающий. Да ему, впрочем-то, и было с чем идти к этим выборам, а нет, не случилось. Как водится в подобных ситуациях, когда большой человек, да и во главе золото-алмазной республики попадает в некую такую негласную опалу, враги ликуют. Друзья, не все, конечно, предают, а шельмовать у нас умеют, поскольку флюгерные уши всегда услышат привычный, может, даже тихий посвист команды «ФАС», но только не Иван Иванович. Не из той он был когорты, ни того замеса. Он писал письма в защиту друга, в высокие инстанции, ездил в Москву, где оббивал пороги кабинета больших московских чинов, раздружился с соратниками по компартии, которые, никак не хотели третьего срока Михаила Ефимовича. У каждой стороны были свои резоны, свое право на истину в последней инстанции. Дружили они, Михаил да Иван, с молодости, с 50-х годов прошлого века. Тогда молодая жена Ивана Подойница, Екатерина Кутовая, работала в Министерстве сельского хозяйства. По специальности она агроном, была активной комсомолкой и даже депутатом Верховного Совета СССР. И по комсомольской линии она познакомилась с признанным ярким заводилой, комсомольским лидером того времени Михаилом Николаевым. И в свою очередь Катя познакомила Михаила со своим мужем, и они как-то легко совпали, поскольку были людьми одной крови, поколенчески, по эпохе, по убеждениям, взглядам на жизнь, и дружили до самой гробовой доски, которая разлучила друзей, и у гроба директора Русского драмтеатра Ивана Ивановича Подойницына с траурной повязкой на рукаве стоял Михаил Ефимович Николаев, первый президент Республики Саха. Если кратко сказать, что история нашей семьи, Иванов Подойницыных, которых пока было 3, есть Иван III Подойницын, мой сын, и я думаю, что будет еще и 4-й, и 5-й Иван Подойницын, я надеюсь. Это вот в 2 словах история традиций, передачи традиций по наследству и прежде всего традиций творчества и главных таких каких-то вот базовых качеств. Вот мой дедушка Иван Венедиктович Подойницын – это история трудолюбия, любви к путешествиям и творчества. Творчество, которое выражалось в том, что он писал дневники, интересовался жизнью и творчески видел ее, с интересом относился к жизни. Потом это передается моему отцу, он пишет дневники, он любит людей, он путешествует по всему миру. Это где-то там 30-35 стран, достаточно много. И творчество является главной линией его жизни. Потом это передается мне по наследству, я начинаю писать книги, а потом это передается моему сыну, новому поколению. И вот эта вот передача вот творчества по наследству, если можно так сказать, вот это вот мне нравится в нашей семье и, мне кажется, может быть предметом для такой вот гордости.
Во-первых, мне хочется верить, что он вот взирает постоянно на меня, на все происходящее здесь у меня, в моей жизни, на людей, которые ко мне приходят, на события, которые происходят, да. Вот. И, так скажем, я иногда ловлю его взгляд, как будто бы он меня немножко навевает определенные мысли из разряда того, что вот если бы сейчас был бы дедуля жив, то что бы он мне сказал, как бы, то есть что бы он мне посоветовал. Наверное, я скорее, наоборот, ищу этого диалога. Я бы хотел бы, чтобы у меня была такая возможность, чтобы мы с ним там могли поговорить. Мне бы очень хотелось бы, мечталось даже с ним поговорить, как уже двое взрослых людей. То, чего у меня, к сожалению, не было, ну просто такова жизнь. Потому что когда я приехал с университета, он уже был старенький совсем. Ну вот сейчас мы находимся в самом, наверное, печальном месте из нашего длинного рассказа о моем папе. Это на кладбище. Уже осень. Уже вот мы видим сухие такие желтые листья с этого дерева, которое прикрывает могилу. Вот это как бы летопись его жизни. Это перо, которым писал Пушкин. Вот он закончил интереснейший рассказ о своей жизни. Вот сейчас я вхожу в этот наш маленький семейный склеп, участок, не знаю, как его назвать. Подхожу к своему папе. Я думаю, что это очень удачный памятник. Он такой человечный, добрый, и в то же время он отражает жизнь человека. Вот это его длинные волосы, это его такая добрая улыбка. Вот здесь православный крест, потому что он был православным человеком. Здесь же небольшой якорь, потому что он всегда носил крест и якорь вместе. И вот здесь все его награды, все 42 медали и ордена мы не могли выписать. Это было очень тяжело. Они там дальше идут. Но вот здесь как бы вот самое главное. Вот видите, Итык Субэ, совет старейшин. Вот его любимый значок, значит, участника соцсоревнования. Вот его военные медали. Видите, как хорошо выписан Сталин. За победу над Японией он мальчишкой носил эту медаль, потому что это медаль его отца Ивана Венедиктовича Подойницына. А потом он сам получил такую же медаль, тоже за доблестный труд во время Великой Отечественной войны. Вот орден православный, медаль Жукова, ну и другие награды. И здесь написано, здесь лежит легендарный директор Русского драматического театра имени А.С. Пушкина. Вы знаете, это вот просто память о наших предках. Мы сделали этот памятник вместе с моим сыном Иваном Подойницыным, третьим младшим, как мы его в шутку называем. Иван третий младший, первый был мой дед Иван Венедиктович, потом папа, потом мой Иван. И мне хочется, чтобы люди, которые проходили мимо, они смотрели на этот памятник, ну и что? И думали, что человек вот прожил такую хорошую жизнь, что он достоин этих хороших слов, а его медали, они его. Их нельзя стыдиться, это вехи его пути. Все они заработаны честным трудом.
Вань, а генетически что-то тебе передалось от дедушки? Вообще, нескромно говоря, доброта, это точно. Пожалуй, это самая главная ценность, я бы сказал. Я вообще думаю, что особенно вот сейчас, в реалиях 2022 года, у нас огромная гуманистическая катастрофа вообще. Не углубляясь, просто хочу сказать об этом. И вот я считаю, что именно он был человеком очень высоких гуманистических ценностей. Я не знаю, это прямо вот его целенаправленное воспитание, а может быть и не воспитание, а просто находясь с ним, ты невольно впитывал. Плюс это генетика, да, наверное. То есть в первую очередь он всегда ценил в человеке человека. Есть многочисленные истории от его сотрудников, подчиненных, коллег, да, как бы, то есть про то, как он к кому относился, как кому помогал, и как кого выручал в каких-то вообще очень непростых жизненных ситуациях, да. И, собственно, в этом плане я хочу на него ориентироваться, и я считаю, что я на него, в принципе, уже в основе своей похож. И при этом, при всем, он был, естественно, волевым, он был целеустремленным, когда надо, жестким. И вот это вот удивительное, редкое и прекрасное сочетание, может быть, можно сказать, добро должно быть с кулаками, хотя я не сказал бы, что он был с кулаками в самом брутальном смысле этого слова, но как бы все-таки можно в каком-то моменте к нему это применить. Как бы. И вот я надеюсь, точнее, я знаю, что первую часть я от него точно впитал, но вот второе дело, собственно, за уже, я не знаю, за временем, и, может быть, если стану тоже когда-то начальником, дай бог, то посмотрим, есть ли его вот эта вот вторая составляющая, да, во мне. Но главное, что есть первая.